Люди не верят в тенге. Уже несколько месяцев в стране фиксированный курс, хотя официально об отмене свободного плавания не заявлялось. По ощущениям же понятно, что курс 380 плюс-минус 2 тенге стоит не просто так. В июле начались бешеные развороты депозитов физических лиц. Люди стали покупать наличную валюту. На самом деле политика стабильного курса подорвала доверие населения к тенге. Люди скупают доллар, а когда пошли разговоры об обменниках, все еще больше стали скупать доллары. Помимо доллара, люди закупают товары. Кто планировал покупку на осень, покупают сейчас, потому что не верят, удержит Нацбанк курс или не удержит. Бизнес тоже не стоит на месте. Видит повышенный спрос, поднимает цены. Это рынок. Проводят ли инвертации? Официально говорят, что не проводят, но технических исполнений, как спрятать инвертации, достаточно много. Вычислить их через разные косвенные вещи теоретически можно. Когда в 2015 году говорили, что никто курс не держит, что заходили около 30 миллиардов долларов. Правда открылась, когда президент официально сказал о 28 миллиардах долларов за 2 года на поддержание курса. В июле население сгенерировало 2 миллиарда долларов депозиты и в наличную валюту. В июне курс стоял. То есть тенге у нас сегодня крепче рубля и юаня, изменчивость евро даже выше, чем тенге. Это же очевидно, что курс фиксирован. А для людей это естественная реакция. Что-то готовится. Май и июнь люди активно скупали доллары. Может быть, курс застолбили, чтобы снизить девальвационные ожидания населения? Что бы ни было, когда Нацбанк говорит нам, что тенге в свободном плавании, а вы видите, что он ни на что не реагирует, вы понимаете, что где-то есть засада. 3 года же мы видели реально плавающий курс, но магический курс 380 на протяжении 4 месяцев – это не свободно плавающий курс. Разве массовая скупка долларов не противоречит всеобщей дедолларизации? Конечно, противоречит. Все это чушь про стабильный тенге как помощник бизнесу. Мы видим в реальном проявлении, что через полгода стабильного тенге народ побежал в доллар и в товары. Когда заявления Нацбанка о свободном курсе реально совпали с тем, что человек видит, он переживал, но верил в национальную валюту. Сейчас все не так.